почти одновременно началось немецкое наступление с плацдарма на Тереке. 28 сентября в 3 километрах от Малгобека под селом Сагопши произошло одно из крупнейших встречных танковых сражений летне-осенней кампании 1942 года на Советско-Германском фронте. В нем с обеих сторон приняло участие до 120 танков и самоходных орудий. Сражение завершилось победой советских войск. Части 5-й моторизованной дивизии СС «Викинг» понесли тяжелые потери и были отброшены на исходные позиции. Однако вскоре Клейст и Маккензен нашли выход из стратегического тупика. Решено было обойти советские позиции в Ольхотовских воротах через Нальчик. Здесь оборонялась слабая 37-я армия генерала Петра Козлова, которая не имела ни танковых частей, ни свежих резервов. Начатое 26 октября наступление приводит к коллапсу обороны. В Нальчике гремят уличные бои, а немецкие танки идут дальше на Орджоникидзе. 2 ноября немцы прорвали оборонительные рубежи на подступах к городу и захватили село Гизель. Командующий группы армии А генерал фон Клейст заявил: «Участь Владикавказа решена. Перед победоносной германской армией открывается прямая дорога в столицу Закавказья Тифлис». Сосредоточив в Гизеле 150 танков, немцы попытались прорваться к центру Орджоникидзе. Но в ноябре 1942-го у Красной армии было уже куда больше возможностей, чем в июле.